Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Высшего совета партии «Единая Россия», бывший ведущий Первого канала Петр Толстой в эфире телеканала «Россия» сказал, на мой взгляд, выдающуюся глупость. Давайте послушаем. Мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россияне». Когда нужно было, значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар, или я не знаю, кого он там не хотел обидеть, услужливый Бурбулис предложил ему из словаря Даля вот это слово «россияне». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательное. И обратите внимание, все те, кто хотят каким-то образом высказаться против русских и против России, а именно украинцы, отдельные националисты в Казахстане, в других странах бывшего СССР, они употребляют именно слово «россияне». Они не говорят «русские». Но украинцы не говорят «русские наступают», они говорят «россияне наступают». Они создают в своих странах музеи памяти, где вся ответственность за то, что они научились вообще держать вилку и нож, возлагается на россиян. Понимаете? Поэтому мы сами, когда употребляем слово «россияне», мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит. Но мы имеем в виду, что у нас многонациональная страна. У нас многонациональная страна, у нас есть граждане России, и, безусловно, наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все русские. Русские они, понимаете, потому что они в России живут. И они неспроста живут в России. Исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный, там, не знаю, брал Казань, чтобы мы сейчас начинали говорить вдруг россияне. Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы назывались россияне, заявляет российский государственный деятель, член партии «Единая Россия», в названии которой и в смысле создания были заложены идеи объединения и равноправия народов России. Можно было бы, конечно, ответить гражданину Толстому зеркально и, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации и умножать глупость? Вопрос в другом. Откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм? Пренебрежение к российской конституции, где все черным по белому написано в самой первой строке: «Мы многонациональный народ Российской Федерации». Не кажется ли вам, что фраза «не для того Казань брали, чтобы называться россиянами» отбрасывает нас во времена дикого средневекового противостояния, разделяет народы, разжигает в людях самые низменные чувства? В детстве мой отец часто разговаривал со мной по-татарски, но учил уважать и ценить великий русский язык и великую культуру. Считал интернационализм силой, цементирующей Советский Союз. Помню, мы ехали в трамвае. Отец традиционно говорил со мной на татарском. Нас услышали гопники, хулиганы на задней площадке и начали смеяться над нами и кричать что-то типа того, что Ивана Грозного на вас нет. Не стоит обижаться на необразованных, глупых людей, учил меня мой отец. Умный так не скажет. Но гражданин Петр Толстой человек образованный, знаток не только русской, но и европейской, особенно французской культуры. Почему же он разговаривает со мной на языке гопников и позволяет себе говорить такие слова? Главный вопрос. Сказано это все в запале для модного нынче хайпа, или это формирующаяся в недрах определенных политических кругов идея насильственной унитаризации России, полной ревизии Российской Конституции, ее духа и содержания? Не хочется верить. Но более всего меня ужасает, насколько несвоевременно эта навязываемая обществу дискуссия в наше непростое время, которая требует объединения всей страны. Неужели депутат Толстой не понимает, что он покушается на национальный мир и согласие? Кстати, в свое время Петр Толстой был неплохим ведущим Первого канала и даже вел итоговую программу «Воскресенье». Я ему хочу напомнить слова другого популярного ведущего Первого канала Кирилла Клейменова, сказанные им в день столетия образования Татарской автономной социалистической республики.
В мае 1920-го была образована Татарская автономная Советская Социалистическая Республика, с чем я ее жителей и поздравляю. Но вообще, ну вот давайте возьмем самое простое. Фамилии. Годунов, Шереметьев, Суворов, Кутузов, Уваров, Нахимов, Юсупов, Голенищев, Ермолов. Но как без них представить историю России? А без Тютчева, Набокова, Аксакова, Булгакова, Карамзина, Татищева, Рахманинова, Чаадаева. Что такое русская культура? Так что дело такое. Без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Без татар никакой России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Это слова истинного государственника, интернационалиста, мудрого политика, работающего на объединение страны. Я бы еще добавил словами нашего президента Владимира Путина: без русских, татар, башкир, якутов, чеченцев, ингушей, чувашей, марийцев и всех народов нашей страны ее невозможно представить. В многообразии наша сила. И будущее великой России, и ее граждан, россиян, зависит от того, как будут чувствовать себя народы, ее составляющие. Если нас история, конечно, чему-нибудь учит. О недопустимости действий, направленных против межнационального и межрелигиозного согласия, говорил президент России недавно на заседании Всемирного Русского Собора. Хочу вновь подчеркнуть, любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках. Надо это подчеркнуть. Мы молимся на разных языках об одной нашей стране. И это очень важно. Хочу специально выделить ту часть выступления президента России, где он говорил о русском мире. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Все верно сказано, и здесь никакого противоречия нет с тем, что говорилось ранее. Русский мир объединяет. Подчеркну это слово для тех, кто неправильно интерпретирует слова президента. Объединяет все народы России, не сводит на нет, не ассимилирует, не растворяет, а именно объединяет равноправные народы. И, наконец, подчеркну еще одну важную мысль нашего президента. У нас большая, многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь. Беречь – это многообразное согласие, наше общее достояние. Спрошу прямо. Слова вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого: не для того мы брали Казань, чтобы называться россиянами, укрепляют наше многообразное согласие. Ответ очевиден. Конечно, нет. Эти слова, неуместные исторические аналогии нас разделяют, противопоставляют эти слова. Они льют воду на мельницу различных радикалов и национал-предателей. Я надеюсь, что Петр Олегович осознает свою ошибку и не будет больше так говорить, будет более взвешенно и вдумчиво касаться тем, связанных с национальным вопросом в России, потому что цена очень велика.